Здравствуйте. Здравствуйте. Это у вас вчера тут взрыв произошел? Можете рассказать, что случилось? Нет, не могу. А почему? А как давно вы гоните? Как все произошло, владелец самогонного аппарата объяснять не стал. Мужчина решил скрыться за дверью. Соседи говорят, что о его увлечениях не знали. Вечером сначала услышали звон стекол, а потом узнали, что сосед гнал самогон и, видимо, в чем-то не соблюдал технологию. Я вышла, тут народ. Оказывается, у него стекло выбило полностью окно, большое окно. Ну, люди говорят, как будто у него самогонный аппарат взорвался. Очень хороший человек, очень хорошие девочки. Ну, а вы знали, что он самогоноварением? Нет, вот это вот нет, это новость. Для меня это нонсенс, это новость, настоящая новость. Я бы не сказала вот о нем никогда. Уж о ком, но не о нем только. Гнать самогон не запрещено, аппарат у него был самодельный, что тоже не возбраняется. Хлопок раздался в самом начале процесса, когда мужчина едва поставил перегонный куб на плиту. Волной выбило окно, стекла полетели на улицу, рама в квартиру. 59-летний хозяин отделался испугом. А знали, что сосед у вас занимается самогоноварением? Нет. Вот. Ну, как вообще считаете, вот жить поблизости с такими соседями? Как-то опасно. Что-то если взорвется, так опасно, что-то думаю. Ладно, дверь еще не вышла. Повреждений несущих конструкций не обнаружили и больше ничего не разрушено. Разве что в подъезде на стене облупился слой краски. Раму вернули на место сотрудники управляющей компании в этот же вечер, а застеклить ее предстоит уже хозяину квартиры. Пока он закрыл окно полиэтиленом и пледом. К слову, в Нижнекамске это уже не первый подобный случай. В августе минувшего года из-за подобного хлопка жителей многоэтажки пришлось эвакуировать. Хозяев квартиры тогда доставили в больницу с ожогами 25% тела. Лина Зинатульна, Вера Муратова, Евгений Лызаев. Вызов 112.